В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. День российской печати отмечается 13 января, начиная с 1991 года. Дата праздника выбрана не случайно. В этот день, в 1703 году, приступила к своей работе первая в России регулярная газета «Ведомости» со скромным на тот период тиражом в 1000 экземпляров. Редактором был сам Петр I. О деятельности СМИ у нас в республике мы сегодня и поговорим. Гость у нас в студии Захар Никитин, заместитель председателя Комитета по культуре и средств массовой информации Государственного собрания Илтумен Республики. Захар Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Добрый день, уважаемые телезрители. Всех поздравляю с Старым Новым годом и профессиональным праздником журналистов с Днем печати. Благодарю. Ну что ж, какие изменения в сфере СМИ и культуры вы считаете наиболее значимыми за последний год у нас в Якутии? Последний год, 24-й год, был достаточно плодотворным для наших журналистов. Это наша национальная вещательная компания НВК «Саха» уже во второй стал лауреатом престижной премии ТЭФИ. И Улус Медиа завоевал в конкурсе «Многоликая Россия» первое место. Наше детское издательство «Кескиль» тоже стал лауреатом премии «Гордость нации». И это говорит о том, что наши журналисты плодотворно работают и являются передовыми в нашей стране. Ну и последние годы, это 18-й, 24-й год, можно сказать, это переход на цифровизацию. Если в республике есть 205 печатных изданий, то на сегодняшний день зарегистрированных в Роскомнадзоре уже стало 90. И, надеюсь, в 2025 году уже еще будет больше печатных изданий в цифровом формате. Тем самым, я думаю, увеличивается аудитория читателей, зрителей, ну и радиослушателей. Ну что ж, в продолжение темы как раз-таки, как вы считаете, какова роль традиционных и новых медиа в формировании культурной идентичности и национальной самобытности народов Якутии? Наша республика является уникальной, да, и то, что происходит в республике, будь то это наши традиционные праздники Исэх. Кстати, наш Исэх Туймады является одним из красочных праздников России, и в этом тоже заслуга наших журналистов. Освещение таких крупномасштабных мероприятий, конечно, дает в сохранении, в распространении, в возрождении самобытной уникальной культуры народов Якутии. И в этом очень большая, огромная заслуга именно журналистов. Можно сказать, сегодня все наши печатные издания – это летопись истории. То, что происходит сегодня в республике, это все остается, можно сказать, на века. Действительно. Какие перспективы у развития медиаконтента на родных языках народов республики и какие шаги предпринимает комитет для этого? Я очень рад, что в 7-м созыве именно сформировался такой комитет, комитет по культуре и средствам массовой информации. Раньше не было такого комитета. И, конечно, мы в первую очередь работаем над государственной программой сохранения и развития государственных и официальных языков Республики Саха-Якутия. И благодаря этой программе сегодня идет планомерная работа по сохранению языков и якутской, и коренных малочисленных народов Севера. Один из лучших примеров можно привести открытие детского телеканала «Току», который был открыт в прошлом году. И сегодня мы уже детей прививаем к любви к своему родному языку. А какие проекты и инициативы вы считаете наиболее успешными в области сохранения именно культурного наследия региона? На сегодняшний день, можно сказать, это развитие нашего кинематографа. Творческие деятели киноиндустрии сегодня делают невозможное возможным. Это не только завоевание престижных премий и на мировом, и на российском уровне, но и они делают реальное дело. То есть сегодня развитие нашей киноиндустрии – это не только сохранение родного языка, но и
они являются послами нашей республики, то есть через кино жители со всей страны ознакомливаются с историей, с бытом нашего народа и тем самым привлекают зрителей в нашу республику. Действительно. Какие вызовы стоят перед современной российской журналистикой и как комитет планирует на них реагировать? Ну, на сегодняшний день, на мой взгляд, это, конечно же, это борьба с дезинформацией. Да? Сегодня очень много таких лживых информационных потоков, можно сказать, извне государства. И поэтому вот, независимо от форм собственности, будь то это государственные средства массовой информации, будь это частные какие-то медиаконтенты, то сегодня журналисты в первую очередь должны опираться на достоверную информацию и на правдивую информацию. И, конечно же, зависит это от гражданской позиции журналиста. Да? И я думаю, по этой направлении в нашей республике особых проблем нет. Есть именитые журналисты, которые ставятся в пример. И где бы я ни был, всегда другие регионы восхищаются именно развитием средств массовой информации нашей республики, и всегда ставится пример. С каким спросом и интересом сталкиваются культурные проекты, которые реализуются у нас в Якутии? Ну, культурные проекты, конечно, я еще раз повторюсь, да, вот это открытие того же детского телеканала «Току», да, и другие проекты, которые нацелены на сохранение нашей вот культурной идентичности. Но на сегодняшний день все равно стоят сохранение духовно-нравственных ценностей именно нашей страны, и все-таки мы должны упираться на общечеловеческие ценности, да, пропагандировать свою традиционную культуру, и в этом огромная роль именно местных средств массовой информации. А насколько активен спрос зрителей? Конечно, сегодня вот наш телеканал НВК «Саха», да, по рейтингу Media Hills уже входит в десятки лучших региональных телекомпаний, и благодаря вот телепередачам, телесериалам, различным проектам люди прививаются, и это стало неотъемлемой частью жителей нашей республики. А как вы видите развитие культурного туризма в регионе и какова роль СМИ в этом деле? Ну, можно сказать, на сегодняшний день стирается больше границ, да, границ нет, то есть то, что воспроизводится здесь, у нас в республике, транслируется уже, можно сказать, в мировом масштабе. Ну, для этого и делают огромную работу наши журналисты, но в последнее время и развивается медиаконтент с помощью наших блогеров. Например, в моем родном районе живет такой известный блогер Панда Саха, и его видеоконтенты, то, что он делает, залетает во всем мире, и где бы ни были мы, то всегда спрашивают о Панда Саха, и через нее, конечно, многие открыли нашу республику. И поэтому вот наша программа, вот, государственная программа, да, которая не только поддерживает государственные семьи, какие-то проекты, но и есть и грантовая поддержка, и с помощью этого можно реализовать свои идеи, какие-то свои взгляды, и можно спокойно реализовать и транслировать, можно сказать, во всем мире. Да, действительно, безграничные возможности Да. у нас. Ну что ж, Захар Николаевич, спасибо вам большое за интересную беседу. Но я напомню, что в эфире была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.